Бесплатный въезд в центр Риги. Помните ли вы что-то об этой идее? Если вдруг это прошло мимо вас, то я вам сейчас коротко расскажу. Значит, официально это называется зоны низких выбросов. Что такое зона низких выбросов? Это территории, где введена плата за въезд для определенных видов транспорта с высокими выбросами, с целью уменьшить загрязнение окружающей среды и мотивировать жителей поменять привычки передвижения. И вот в 2027 году такие зоны планировалось ввести в столице. Значит, сценариев изменений было два. Первый, такой базовый, предполагал ввести плату за въезд для легковых автомобилей на дизельном топливе и грузовых автомобилей, выпущенных до 2007 года. Второй вариант такой гораздо более радикальный. Ввести плату за въезд для всех легковых автомобилей вне зависимости от типа топлива и для грузовых автомобилей, выпущенных до 2016 года. Vai tas kaut kāda veida jūs pārliecināti, ka pārsēsties uz sabiedrisko transportu? Nu, atkarībā no cik liela tā summa būtu jāmaksā iebraucot. Jo stāvvieta jau arī nav pavelti, viņi arī jāmaksā, tāpēc ērtāk tomēr ir ar mašīnu un ātrāk. Jā. Nu, nezinu, es jau domāju, ka neko nemainītu daudz. Ja jābrauc, tad jābrauc, nav jau varianti. Ir vispār kaut kāds idejas, kā varētu to izdarīt, tomēr samazināt to mašīnu skaitu centrā? No pilsētniekiem es nezinu. Mums jau no laukiem jābrauc un viss. Ну, я думаю, вполне, да. Поспособствовал каким-то образом. Я бы, наверное, не хотела платить за въезд в центр в Риге. Я сама на машине езжу. А почему выбираете все-таки машину, а не общественный транспорт? Я в процессе отказаться от машины, но пока еще езжу. В чем трудности отказа? Комфорт, привычка, дети. А как думаете, вот тогда вы были бы готовы отказаться от этого комфорта, если было бы платный въезд, например? Я думаю, что, возможно, отказалась бы, да. Впрочем, если вы уже начали готовиться пересаживаться на общественный транспорт или платить, то знайте, в Рижской думе передумали. Глава комитета по развитию города Рижской думы Эдгарс Бергхолц заявил, что предложенные сценарии направлены прежде всего на пополнение городского бюджета, а не на сокращение числа автомобилей и улучшение качества воздуха. Bāzes scenārijā ir salikts, ka 29. gadā, piemēram, mēs ieņemsim ar šo iebraukšanas maksu 48 miljonus eiro Rīgas budžetā, savukārt 30. gadā mēs iegūsim 51 miljonu. Tātad mēs jau startā liekot kopā šos statistikas datus, nevis plānojam samazināt transporta plūsmu, bet tieši pretēji palielināt. Тут стоит отметить, что на разработку различных сценариев и проекта уже израсходовано 253 616 евро. Этим занималась компания Ernst & Young Baltic. Теперь проект приостановлен. Nevis vajadzētu iet ar pātagu un uzlikt šo te maksu kā iebraukšanas maksu un šos cilvēkus savā ziņā sodīt ar to, ka viņi brauc ar mašīnām, bet tieši pretēji mēģināt izdarīt mājasdarbu. Un šis mājasdarbs ir, tātad, kā es minēju, sabiedriskais transports daudz draudzīgāks, daudz ātrāks, daudz ērtāks. Номер 2 ir šie apveceļi, jeb транзит-ceļi. А вот общество Пилсет Целакем, которое участвовало в разработке проекта, требует от Думы возобновить продвижение зон низких выбросов и предоставить публичную информацию о том, как Дума планирует выполнить требования ЕС по качеству воздуха к 2030 году. Slāpekļa oksīds, kas izraisa arī dažādas slimības kā astmu, piemēram, un mazās daļiņas, kas rodās arī no riepām, arī no bremžu klučiem, tātad no tā visa tas rada to vidi, kas ietekmē tieši konkrēti mūsu veselību. Un man tāds ir, ka šie cilvēki vēlas mūs atgriezt šajā laikā apakaļ. В обществе отмечают, качество воздуха в Риге плохое уже сейчас, и средства, которые пришли бы в бюджет города от платы за въезд, как раз-таки могли бы пойти на улучшение общественного транспорта, а не наоборот, как предлагают в Думе. А строительство объездных дорог – это долгие и дорогостоящие проекты. Mums tagad deg māja, un mēs iesim krāsot žogu. Tas būtu tāds apmēram piedāvājums, jo situācija slikta jau tagad. Un mēs jau tagad nepildām tās normas 20 gadus, un pēc jaunākiem arī Eiropas arī speciālistu atzinumiem tās нормы, kas ir tagad, viņas nepietiekami stingras. В обществе отмечают, если Дума их возражения не примет во внимание, они рассматривают возможность обратиться в суд. Эмилия Гаспарян, Александра Страума, Егор Стац, Ивар Жепицкий с ЛСМ.